Добрый день, уважаемые жители Нюрбинского района. Оперативный штаб Нюрбинского района информирует ситуацию по коронавирусной инфекции на территории Нюрбинского района. За последние две недели у нас наблюдается рост повышения заболеваемости по коронавирусной инфекции. На сегодня у нас активных больных всего 170 человек. На сегодня, за 10 сентября, у нас выявлено 12 положительных анализов ПЦР. Это в городе Нюрба-4, в селе Чукар 2 больных, в селе Мар 2 больных, в селе Харула 1, Антоновка 1, Акана 1, Хатын-Цысы 1. Выздоровели на сегодня 10 человек. Как уже ранее сказала, что на сегодня на территории Нюрбинского района продолжает лечение 170 больных. Из них в Нюрбинском районе 158 пациентов. На амбулаторном лечении находится 102 больных. Из них 24 детей. На стационарном лечении 56 пациентов. В Милинской ЦРБ находится 9 наших больных и в городе Якутске 3. Если взять по муниципальным образованиям, на сегодняшнее число нет больных с ковидом, только где-то в 5 муниципальных образованиях и в одном участке. Это в селе Нюрбачан, в селе Сюля, в селе Кюндядя, в участке Киров и в селе Идей. В остальных муниципальных образованиях имеются наши больные. В городе Нюрба 77 больных, в селе Антоновка 23, в селе Дикимде 5 больных, в Чапанде 4, в Жархане 3, в Хатын-Цысы 2, в селе Акана 22 больных, в Чкалове 1 больной, в селе Харула 2 больных, в селе Мар 4, в селе Нахсыт 7, в Игалже 1 больной, в Чукарах 12, в Мальчигаре 1, в Малкае 3 больных и в селе Хаты 2. Ежедневно у нас идет пока на сегодня рост заболеваемости, поэтому ежедневно у нас количество больных в муниципальных образованиях меняются. В текущем 2021 году у нас летальных исходов 22. За последние 2 суток у нас в Милинском ЦРБ скончалось 2 больных. В городе Якутске 3, в Милинском в 14, в городе Нюрба, в Нюрбинском районе 5. План вакцинации взрослого населения составляет 10 081 человек. Это 64% от количества взрослого населения Нюрбинского района. А количество взрослого населения у нас в Нюрбинском районе составляет 15 846 человек. Поступило всего 10 435 доз вакцины против COVID-19. Это 74,4% от годового плана. Как уже говорила, годовой план на сегодня составляет 10 081 человек. Получили первый компонент и однокомпонентную вакцину 8056 человек. Это составляет 79,9% от годового плана и 50,8% от количества взрослого населения. Прошли полный курс вакцинации 7424 человека. Это 73,6% годового плана и 46,8% взрослого населения, от количества взрослого населения. На сегодня, если проанализировать получение вакцины по учреждениям, предприятиям, большое количество процентов, 81%, получили вакцину среди работников образовательных учреждений. Еще раз повторяю, что они получили 81% от всего количества работающих в сфере образования. Еженедельно мы проводим мониторинг по муниципальным образованиям, по учреждениям, организациям, именно получивших вакцину, далее невакцинированных и которые получили медотвод и наших отстраненных работников.
Ну, как вы знаете, и мы все должны понимать, что только вакцинация является надежным способом защиты от заражения и тяжелого лечения новой коронавирусной инфекции. Если проанализировать ситуацию по вакцинации на территории Нюрбинского района по муниципальным образованиям, самое большое количество вакцинированных наблюдается в селе Жархан, 85% от количества взрослого населения. Также в селе Мальжигар 60,3%, в селе Игальжа 77,7%, в селе Киров практически 72%, в селе Киров, как уже говорил, 72%, в селе Дикимда 64,2%, а самые низкие показатели вакцинации наблюдаются в следующих муниципальных образованиях. Это в селе Хаты 41,8%, в селе Малыкай 52,5%, в селе Чукар 49,9%, в селе, в участке Чкалов 49,9%, в селе Кюндядя 38,3%, в селе Идей всего 28%, в селе Нюрбачан 44,1%, в селе Мар 47,8%. И в селе Антоновка у нас всего 35,3%. Административная комиссия Нюрбинского района еженедельно проводит контрольные мероприятия по соблюдению нормативно-правовых актов Российской Федерации, и указа главы Республики Саха-Якутия. На прошлой неделе, на текущей неделе у нас проведено 2 рейда, охвачено всего 50 организаций, парикмахерских и других учреждений. Но по результатам проверок замечаний не выявлено, все ограничительные меры соблюдаются. Термометрия покупателей во всех проверенных организациях проводится. На этой неделе, но все равно составлено административных протоколов 3, в отношении физических лиц 2 и в отношении должностных лиц 1. Также контрольные мероприятия проводятся органами внутренних дел по Нюрбинскому району именно по соблюдению масочного режима. По информации отдела внутренних дел на этой неделе всего составлено 6 протоколов именно в отношении физических лиц по нарушению масочного режима. Ежедневно практически проводится совещание оперативного штаба в расширенном формате и в суженном составе. Принимаются ряд превентивных, профилактических и ограничительных мер на территории муниципальных образований в отношении и образовательных учреждений. На сегодня на дистанционном формате обучаются школьники Аканинского наслега. Также в дистанционном формате у нас работает дошкольная группа в Аканинском наслеге. Далее в Жарханском наслеге также дети переведены на дистанционный формат обучения. Ежедневно проводится также мониторинг заболевания среди детей школьного возраста и дошкольного возраста. И, конечно, ежедневно у нас, как уже говорила, проводится наблюдение. И если будут предложения со стороны образовательных учреждений и управления образованием, у нас будут приниматься также и другие ограничительные меры в отношении обучения тех или иных детей, которые проживают в муниципальных образованиях. Завтра, 11 сентября, у нас в городе Нюрба, в местности Каталыктах, проводятся проводы из большого спорта нашего именитого земляка, спортсмена Виталия Васильева. И по указу главы Республики Саха-Якутия, по решению оперативного штаба, данное мероприятие будет проводиться в онлайн-формате. На мероприятии будут участвовать только 50 человек, поэтому, уважаемые жители Нюрбинского района, призываем всех принять участие в онлайн-формате и, конечно, стать свидетелями проводов нашего именитого
земляка Виталия Васильева из большого спорта. Также завтра будут проводиться соревнования по прыжкам, по национальным прыжкам и по хапсагаю. Также данные мероприятия также будут транслироваться в онлайн-формате. На следующей неделе также все культурно-спортивные мероприятия будут проводиться в рамках указа главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева до 50 человек. Уважаемые жители Нюрбинского района, дорогие нюрбинцы, еще раз призываем вас соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, носить маски, перчатки, соблюдать социальное дистанцирование, дезинфицировать руки, свои дома, квартиры, помещения, рабочие места. Призываем, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться. Мы знаем, еще раз призываем, конечно, беречь себя и своих близких, родных, пожилых граждан. Спасибо за внимание.